что-то тяжелое. Очень тяжело. Опа! Это походу налим. Да, здоровенный налим. Бляха-муха. Всем доброго вечера. День подошел к концу. Полезными делами, что было запланировано, я сегодня, к сожалению, так и не занялся. В общем, как всегда, долгие сборы, но все равно что-нибудь, да, забываешь. Пришлось ездить в поселок. Съездил в поселок. Помылись, побрились, постирались, взяли все необходимое, обувь, одежду, что не добрали, получается, в прошлый раз. Сделали неотложные все дела, которые там по дому. Ну и все, день закончился. Но он еще не кончился. Приехали снова в нашу деревню, набрали все то, что мы забыли в прошлый раз. И теперь точно до субботы будем жить здесь. Вот такая вот красота открывается перед нашими глазами. Погода просто изумительная. Сегодня хоть и днем пару раз побрызгал дождичек, но все это было не критично. Летняя погода, зелень просто прет на глазах. Черемуха уже набухли цветочки. За 3 дня тепла такие перемены, можно так сказать, с зимы в лето. Весны, как правило, не было. Но это очень обманчиво. По-любому будут холода, возможно, будет и снег. Это север. И вот это раннее тепло очень обманчиво. Очень обманчиво. Чем раньше вот такая вот жара наступает, тем хуже. Потом наступят холода, неделя, вторая. И лето, как обычно, придет только где-то в середине июня. Ну что, у нас, в принципе, все готово. Поехали проверять продольники. Сегодня я взял уже крючки. Поменяем все ржавые. Ну, это все между делом. Погнали. Лодочка наша уже ждет. Все готово. По воде воды мы видим, с утра вода немножко прибыла. Но прибывает очень и очень медленно. Максимума как бы так и не достигала. Вот кто помнит максимальный уровень воды, года 3 назад, наверное, был. Вот эта будка, об которой вот лодка опрокинута, боком стоит. Вот как раз эта лодку бы скрыла. 2 бревна оставалось сверху. Остальное все было под водой. То есть вода была вот под ту будку. Та будка была полностью под водой. 2 бревна только было снаружи. Вот это максимальный уровень воды, который, ну, за последние, грубо говоря, 10 лет. А так вот до той лодки примерно доходит обычно. Этот год пока до этого не доходило. Вон видно вот полоса, где вот белая бутылочка из-под тосола кто-то выкинул или прибило ее водой. Вот как раз по эту белую бутылочку вода была, и все, это первая вода. Потом она быстро упала, сейчас потихонечку поднимается вторая вода. Все, тем временем мотор наш прогрелся. И мы выезжаем на проверку наших продольников. Опять же будем надеяться на налима, но посмотрим, что поймаем, кто наше.
Приехали. Такс. Сосед сверху тоже проверяет. Так, что-то тяжелое. Очень тяжело. Опа! Это походу налим. Да, здоровенный налим. Бляха-муха. Вот он, друзья. Первый продольник и сразу налим. Ах, янцкадан. Вы не представляете, что сейчас творится в моей душе. Так, все. Больше никого. Янцкадан. Есть налимчик, есть. Вот, хороший крючок выдержал. Вот такой вот. Янцкадан. С первого раза еще получилось завести в сак. Ну, видать, был вот утренний. Был не мой, а этот мой. Янцкадан, вот. Здоровенный. Сколько он? Ну, килограмма 2,5 точно есть, наверное. Вот такой вот. Вот он. Толстый, он не длинный, а толстый. Ладно. Мы не будем его оглушить. Принесем домой живым и невредимым. Так он дольше сохранится. Вот. Янцкадан. Опа. Гоп-стоп, зелень. Так, ну что, долгожданный налим у нас в ведре. Теперь уже как бы не то чтобы пофиг, но уже как-то душа спокойна. Ези, я так надеюсь, будут немножко. Теперь давайте, друзья, кого будем ждать? Харюса хорошего или сига на малосолочку. Так, что у нас? Что-то дернуло? Похоже на харюска. Дергает что-то так резко, прерывисто. Не так, как язь. Язь он так... Это тыр-тыр-тыр. Сейчас он еще и прыгнет, наверное. Нет, язь.
Язёчек. Язёчек, дружочек. Полезай в кузовочек. Так, на последний крючок попал. По сравнению с налимом, ясь как ребенок. Ведро 20-ка. Вы не думайте, что рыба такая мелкая. Все хорошо, Янцкадан. Есть рыба на Печоре. Это говорю тем, которые ехидно так утверждали: да у вас на Печоре рыбы нет. Все у нас есть. Солнце еще не спряталось за горизонт, а уже начало просто резко холодать. То я целый день ходил в футболке и в шортах, а сейчас в футболке, в свитере, и стало уже прохладно. Тем более на воде. Так, что у нас? Что-то есть. Что-то дернуло. Хорезок. Или опять язь? Язёк. Ага, язёк, язёчек. Ой, какой ты буйный. Иди сюда. Опа, там еще один. Так, что, второму дадим шанс, которым он не воспользовался. Которым он не воспользовался. Опять, видите, попались оба на последний и на предпоследний крючки. Язь не крупные, можно так сказать, подвязки. Самое то на консервы. Вот Янцкадан. Хорошо. Так, пора одеваться, наверное. Одеваемся. Вон. Солнце еще высоко. Ну как высоко? Скоро, через минут 20 спрячется. А уже прохладно, так что лучше заранее одеться. Гуси летят, два косяка. А мы их на болоте ждем, они только-только двинулись на север. Дождались тепла и пошли. Так что гусятники, которые сидят на болотах, все-таки они дождутся своих гусей. А мы свою охоту уже закрыли. Постреляли. Грех жаловаться. Даже со всеми выездами. Свежатинки добыли. И это здорово. Так. Здесь у нас продольник на тиховодье. И у меня опять клевал поплавок. То есть они опять, наверное, запутали вокруг основной веревки. По крайней мере, я видел, что бутылочка, когда я подъезжал, клевала. Нет, не запутана. Но рыба здесь должна быть. Ёрш. Ага, идет. Или не идет? Идет. Затихарился. На Тихорецкую состав отправиться. Ах ты, блядь, какой хитрый.
вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные. Язычек тронется, язычек тронется, язычек тронется, язычек тронется, червяк останется. Так, будем кидать в другое ведро, потому что вот этот налим, друзья, он оказывается редкостный засранец. Он все обкакал, все обгадил, и наши язечки все в налимовом дерьме. Вот раз, два, три язя. Так что чистеньких язей будем ложить сюда, а этих здесь берегом, на берегу потом помоем. Засранец-то оказывается. Сопливый засранец. Так, и вот такой вот ершок еще нам клюнул под жабру. Раньше ерши я оставлял, думаю, на налима, а потом смысла нет. Налим, если что, и на червя также попадет. Так что как-то вот так. Так, что у нас тут? Немножко запуталось. Немножко распутаем. Все. Ну вот. Пока без промаха. Янцкадан. Так. Как-то вот так. Так. Натяжка, натяжка, натяжка. Язычек, язычек, язычек. Ко мне, дружочек. Так, один есть. Опа, 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 опа. Там что-то крупное. Да ёшкин кот. Блин, там что-то хорошее. Так, что, ушел что ли? Нет, пока вроде бы идет. Спокойно так идет. Ясь! Это ясь! Рыба моей мечты. Вот такой вот средний. Сороковочники, сорокопяточники. Так, ну вот. И во втором ведерочке запрыгали. Хорошо. Янцкадан. Продолжаем проверку. Что-то харюзов ни сигов не видать. Но сиг-то понятно. Тут у меня крючки крупные. Харюс это рот. О, ясь. Так, один есть. Есть. Так. Два язя есть. И там что-то еще вроде бы идет. Давай сначала этих отцепим. Матрас. На матрас.
дадим шанс, которым не воспользовался. А счастье было близко. И три озя в одном продольнике. Янцгадан. Говорю шепотом, потому что в деревне все очень хорошо слышно. Скажут, вот дурачок орет, тут сам с собой разговаривает. И так, наверное, сейчас сидят и наблюдают. Говорят, о, поднял кого-то, о, еще, о, в ведре пора, шумят рыбы. Я им говорю просто Янцгадан, и все. Янцгадан, Янцгадан, Янцгадан. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Продолжаем проверку. Солнышко спряталось за деревья. Ну и у нас уже скоро закончим с проверочкой. Второй раз сегодня проверять не будем. Оставим все до утра. До утра. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты. Есть натяжечка. О, два язя идут друг за дружкой. Так, сачок. Раз. Раз. Класс. Там еще что-то. Так, хватит. Дадим шанс, которым ты не воспользовался. Три язя, как и на предыдущем продольнике, также и здесь. И все три дошли до места. Молодцы. Молодцы, братцы. Вот этот добротный язычек. Так. И вот такой вот. Вот Янцгадан. А вы засранцы. Ах, вы засранцы. Ездите не засранцы. Засранец вот тот сопливый. Ничего, отмоем. У нас сегодня проверка затянулась. Остался последний продольник. Почему? Потому что поменял практически все ржавые крючки, которые были вот на такие. Это не реклама, это просто хорошие крючки. Третий, ну не знаю, почему-то вот первый номер у них крупнее, чем третий. Я нумерации мало что понимаю, но вот такие вот крючки, острые, крепкие и в то же время небольшие. А вот первый номер я ставлю зимой. Там нужно как раз на живца покрупнее. А на весну, ну как бы, такие пойдут. Вот так вот я подъезжаю к каждому продольнику, чтобы не поднимать якорь. Удобно. Дно здесь песчаное. Правда, бывают кустики. Хорош. Все. Последний продольник на сегодня. С самого краю. Или крайний, как там некоторые называют. Если он последний на сегодня, значит последний. Проверяем.
И домой. Нет, прежде чем домой, надо будет еще рыбу почистить возле речки, чтобы воду не заносить, не выносить. Так, что у нас? Что-то есть. Язёчек, дружочек. Дойдет, не дойдет. Одинешенек. Раз. На последнем крючке, как и обычно. Вот я не знаю почему, но очень часто рыба попадает на последний крючок. Не зря сачок доставал. Он уже сорвался. Так, где-то вот такой вот язычек. Так, ну что, не знаю сколько штук. Ну, поштучно может быть меньше, чем утром было. Ну, по весу будет с этим засранцем примерно, наверное, столько же. Ладно, на берегу посмотрим. Так, приехали. Что, давайте посмотрим, что мы сегодня поймали. Все равно сейчас мне надо будет чистить. Можем, в принципе, и посчитать. Ну, поменьше, чем было утром. Это вот такой вот налимяка, здоровенный толстячок. 3 язя здесь. И здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 1 ёрш. Чёртова дюжина. И один налим. 13 язей. 1 налим и 1 ёршик. Чё? Отличный улов. За, ну, если не считать замену крючков, то, что перевязывался, где-то час. Может, чуть больше. Час 20, может быть. На все про все вместе с дорогой.
Зимой, чтобы столько поймать, надо, ох, как постараться. И льда подолбить, и руки поморозить. Все-таки весенняя рыбалка на продольнике, она самая продуктивная. Ну а на сегодня все. Встретимся завтра утром. Мне это сейчас все еще надо почистить, помыть, чтобы домой прийти, посолить и закинуть в ледник. Ну а как наберем 2-3 вот таких вот ведра соленого, пару недель подсолится, и мы сделаем рыбу язя холодного копчения. Мы уже несколько раз делали это с вами. Ну, а кто недавно у нас на канале, они еще этого не видели. Так что скоро увидим холодное копчение. Ну а пока все. Всем спасибо за внимание и всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Вот такая вот красота у нас. Красотень. Тишина, спокойствие, умиротворение. Здесь действительно душа отдыхает.